Мгм. Здравствуйте, уважаемые коллеги, уважаемые представители дошкольных учреждений. Может быть, к нам еще кто-то подключился. Сегодня в преддверии праздника, 23 февраля. Конечно, большинство детских садов уже свои мероприятия, утренники провели. Но, может быть, для кого-то в преддверии праздника наша информация, которую мы подобрали для вас, будет для кого-то полезной. Очень на это надеемся. Итак, какая же наша тема сегодняшняя? Конечно же, сейчас это очень актуальное в наше время. Сами видите, да, какое у нас время за окном. И День защитника Отечества, особенно сейчас, приобретает огромную важность для всех нас. Празднование его, приобщение к нему детей, молодежи, родительского движения, родителей всех, да, наших воспитанников. Естественно, это очень актуально. Также хочется поздравить всех с Днем защитника Отечества, с 23 февраля. И давайте немножечко окунемся в историю, да, потому что по программке вебинара, вы, наверное, видели, да, у нас заявлен вот этот вот пункт. Не все, да, сейчас знают об истории происхождения этого праздника. Со старшего дошкольного возраста мы можем детей уже посвятить, да, в эту тему и рассказать им о том, когда этот праздник появился, что такое Первая мировая война, когда эта война началась и с какого именно времени празднуется данный праздник. Может быть, кто-то из вас уже в курсе. В 1918 году наши войска над казеровскими войсками Германии одержали победу. И именно с этого времени эта дата закреплена в истории, но только спустя 4 года, в 22 году, 27 января, эта дата учреждена как государственный праздник. Дата была отмечена как 23 февраля, хотя указ по празднованию был издан несколько раньше, 27 января. И обратите, пожалуйста, внимание, что именно в этом году 100-летие данного праздника отмечается в России. Название праздника, как вы можете заметить, да, по презентации, исторически менялось, да, в связи с официальным переименованием вооруженных сил, да, в нашей стране. Итак, с 22 года это был День Красной Армии, с 46 года День Советской Армии, с 49 года по 95 да, День Советской Армии и Военно-Морского флота, и уже с 95 года это День защитника Отечества по сегодняшний год. Да? То есть вот посмотрите, мы уже с вами 27 лет отмечаем его как День защитника Отечества. И с 2011 года, да, то есть у нас этот праздник является выходным днем. Также мы обязательно должны и сами знать, и, возможно, с некоторыми моментами историческими ознакомить детей и родительское сообщество. Посмотрите, пожалуйста, Дни воинской славы России. Тоже не все знакомы с этими датами. И обязательно в рамках празднования Дня защитника Отечества мы можем сказать о них, да? Особенно в старшем дошкольном возрасте или в средней группе. Вот посмотрите, 18 апреля – Ледовое побоище, 21 сентября – Куликовская битва, 4 ноября, всем нам известный, да, День народного единства, День освобождения Москвы, 7 ноября. Также вот мы видим Полтавское сражение, Курскую битву, Сталинградскую, День полного снятия блокады, 27 января. Конечно же, всеми нами любимый, самый гордый, самый дорогой праздник – это День Победы. Битва под Москвой также сейчас очень активно отмечается, и даже некоторые военные сражения этой битвы реконструируются и историками, и любителями данных вот таких вот действий.
Вот обратите, пожалуйста, внимание, календарь Дни воинской славы. Может быть, кому-то это будет из вас очень интересно, полезно. И давайте вернемся непосредственно к Отечеству. Какая же у нас с вами основная задача, цели наши основные и задачи в совместной деятельности вместе с детьми? Конечно, это познакомить детей с Днем защитника Отечества, историей, важностью, назначением и значением данного дня для нашей Родины. Знакомить детей при этом и с другими историческими событиями. Задачи деятельности. На первом месте, конечно же, это воспитательно-нравственная функция, да? Формирование патриотических чувств у детей всех возрастов, и особенно мы об этом говорим, начиная со среднего возраста и ближе к старшему. Познакомить детей с историей и традициями праздника 23 февраля, с Днем защитника Отечества. Способствовать развитию нравственного воспитания, воспитывать уважительные отношения к защитникам нашей Родины, потому что ситуация в нашей стране и в мире меняется очень стремительно, и буквально вот прослушав вчерашнее обращение, да, нашего главы государства, мы понимаем, что буквально каждый день что-то может нести нам новое, и подрастающее поколение должно об этом знать, должно быть к этому готово. Далее задачей очень важной является систематизация, расширение и обобщение знаний, представлений детей о российской армии, родах войск, военной технике. Развитие интереса у детей к истории нашего Отечества и к истории данного праздника. Также ознакомление с героями разных поколений, вот это очень важный исторический аспект. Учить детей даже узнавать по фотографиям или по портретам героев наших войн. Активизация словаря, развитие коммуникативных умений и навыков, взаимодействие с окружающими людьми, взрослыми, да, то есть вот такие вот социальные навыки, возможность выступать на праздниках на публику, да, мы приобщаем детей к данному, да, к данному действию. И вот следующие два слайдика, обратите внимание, коллеги, каждому из нас сейчас, конечно же, дошкольному работнику, да, представителю дошкольной сферы интересно, в каких же формах, да, помимо досуговых, да, форм, в каких формах еще мы можем с детьми говорить об этом, порассуждать с ними, познакомить с какими-то интересными фактами. Конечно, мы понимаем, что это не только художественно-эстетическое направление. Это огромный блок познавательной сферы, познавательно-речевое развитие. Это и изобразительная деятельность, это и досуговые мероприятия с детьми. И вот сейчас вот, да, я сделала небольшую подборочку, какие же это могут быть формы, да, современные, и совместная деятельность, или организованное занятие. Вот посмотрите, когда подключается у нас художественно-эстетическая деятельность. Например, занятия по пластилинографии, да, в разных группах, не только, например, может быть, это в средней, но начинаем мы в средней, да, а также в старшей. Музыкальные спортивные праздники в детском саду, спортивные праздники без родителей, или спортивные мероприятия или досуговые развлечения с папами или целыми семьями. Очень популярность большую набирает сейчас, вот набирают именно такие мероприятия, когда пап приглашают. Дети испытывают огромную гордость. Ни для кого из вас не секрет, если вы уже приглашали пап к данному мероприятию, вы видите, как папы вроде бы сначала как-то с долей стеснения, сомнения в самих себе, вот получится, не получится, но когда они видят радостные глаза детей, мам, воспитателей всего детского сада, да, когда они видят радостные, счастливые глаза прежде всего своих деток, да, конечно, папы подключаются очень активно, да, в данную деятельность, и всегда это выходит на ура. Любое мероприятие, которое организовано вот именно с папами или с дедушками. Дедушки у нас сейчас бывают очень-очень молодые, иногда некоторые приглашают и прадедушек к подобной деятельности, каким-то мероприятиям. Вот посмотрите, развлечения к 23 февраля тоже очень активная форма. Не всегда
всех устраивает именно вот такое звучание, как развлечение, да, на тему защитников Отечества. Но такая форма у нас осталась в детском саду, и есть она до сих пор. Вот, или досуговое мероприятие вы можете называть, да. Совместная деятельность по военным профессиям. Вот тоже очень популярна сейчас в разных детских садах. Именно поговорить с детьми, с мальчиками и с девочками о военных профессиях. Дальше. Совместная деятельность как часть познавательного развития. Защитники Отечества. Кто это? В какие времена, исторические эпохи, кого называли именно так, да? То есть как часть познавательного развития. Совместная творческая деятельность – это открытки для пап, для дедушек. Также эту тему можно смело перенести и на 9 мая, да, или на празднование Дня народного единства. Военно-патриотические игры, тоже сейчас квесты, военно-патриотические игры, которые связаны обязательно с музыкальным сопровождением, историческим, хореографическим, тоже набирают огромную популярность. Дальше. Совместная деятельность, которая связана с развитием речи. Да? То есть все литературно-речевое развитие очень активно тоже можно связать с этой деятельностью, с подключением книг и речевой работы, основной. Да? Дальше. Занятия по аппликации. Да? Вот, предположим, да, вот я как пример, да, ввела, или тема фуражки, например, да, или каких-то элементов еще формы, геральдики, символики. Квест-игры, да, начиная со старшего дошкольного возраста, можно проводить даже с детками в группах коррекционного направления, да, то есть очень дети сейчас любят и формы досуга, и развлечения, и квесты, вот. Конечно, форма праздник, да, она остается одной из самых любимых и у музыкальных руководителей, у хореографов и у воспитателей. Физкультурные занятия, такие, например, темы, как «Наша армия сильна», да, или «Солдатушки, бравые ребятушки». Спортивно-музыкальные мероприятия, спортивные досуги, игровые программы, да, то есть мы, коллеги, с вами не должны забывать, что все-таки игра, она должна у нас присутствовать почти в каждом мероприятии с детьми, особенно когда это подключено, конечно, к празднованию какому-то, да? Так что вот здесь вот в этой презентации вы можете обратить внимание на формы. Далее, о чем бы хотелось сегодня очень поговорить, так как я курирую работу музыкальных руководителей, да, и хореографов, очень часто обращают внимание и задают вопросы по поводу того, как же оформлять, да, как же оформлять музыкальные залы, наши группы. Здесь, конечно, педагоги, кто во что гораст, находят различные способы, средства, материалы. Очень много интересных идей сейчас можно почерпнуть в интернете, в современной литературе по музыкально-творческой деятельности. Действительно, коллеги, вы можете обратиться. Я вот даже когда готовилась к вебинару, большое количество фотографий музыкальных залов и групп можно найти в литературе и в СМИ. Вот, обратите внимание, да, здесь как раз мероприятие у нас с папами к 23 февраля. Очень часто используют в оформлении наш флаг, да, голубь как символ мира. Заказывают какие-то интересные либо фотообои, либо коллажи, либо оформляют как-то занавесы, да, очень, очень красиво. Чаще используют, конечно, цветы, флаг, изображение именно воина, Москвы, Санкт-Петербурга, Крыма. Вот сейчас вот очень многие используют, да, потому что именно там располагается, да, наш российский флот. Также очень много споров ведется, я так думаю, что вы, коллеги, согласитесь со мной, по поводу того, какая форма может быть у детей. Да? Ну вот здесь мы видим очень такой приятный, радующий глаз, да, тельняшечки. Но вот споры ведутся по поводу того, стоит ли одевать в праздновании Дня Победы и Дня защитника Отечества детей в детскую военную форму. Да? То есть если вы вспомните, например, наше детство, да, в советское время
честно, правда ради, нужно сказать, что это было не совсем принято, да, то есть в лучшем случае у нас, например, были пилотки, да, рубашки, фуражки, какие-то, может быть, там, например, платочки, значки. Сейчас очень стало популярным именно переодевание детей, и даже какие-то создаются стилистические картины, сюжеты, и споров ведется очень многие. Да? Вот кто у нас сегодня присутствует на вебинаре, можете поделиться своим мнением. Есть педагоги и родители, которые категорически против, потому что не хотят, чтобы так глубоко проникала в детей тема войны. Очень многие педагоги, специалисты, родители считают, что ребенок до конца не может, да и не должен, наверное, пока еще перенять на себя вот весь вот этот ужас. Ну, а только, например, для красивых каких-то ярких фотографий, может быть, это и не стоит делать так часто. Кто-то очень является активным, кто-то активную очень позицию преследует в этом плане и считает, что действительно ребенок, переоблачаясь в такую одежду, в такой образ, он действительно становится как-то вот сопричастным и к военному времени. Здесь, еще раз повторюсь, коллеги, разные очень мнения. Конечно, у вас право есть иметь свое мнение на этот счет, и в каждом детском саду использовать при праздновании свою вот эту какую-то внутреннюю, да, философию, мнение. Ну вот давайте еще раз обратим внимание, да, как же у нас украшают сотрудники наших детских садов. Конечно, всегда проецируется чистое небо, да, солнце, шарики воздушные с цветами нашего флага или просто яркие солнечные цвета. Ну, вот здесь вот мы как раз вот видим, когда ребятки у нас где-то, я так думаю, что это, наверное, средняя группа, да, вот в пилоточках, уже в образе, я так думаю, что при подготовке, да, к выступлению. Вот обратите внимание, какие интересные у нас оформления идут. Водная, да, тоже вот тематика, посвященная российскому флоту, стала тоже очень популярной сейчас. В такой вот холодной сине-голубой гамме очень многие оформляют. Пожалуйста, и с привлечением самолетов, различных звезд, да, то есть здесь какая фантазия, насколько богата у вас фантазия, настолько и будет, да, украшена среда в вашем детском саду. То есть вот очень сейчас популярно стало украшение шарами, да, всех наших помещений. Может быть, коллеги, здесь у вас есть какие-то вопросы, кто нас сейчас вот слушает? Конечно, если вернуться к задачам и к важности, да, мероприятия, обязательно с дошкольного возраста, который является фундаментом, да, воспитания, образованности ребенка, это наш дошкольный период, конечно, нужно как можно чаще детям говорить о таких качествах, как чувство патриотизма, чувство долга, любви к родине, какими, может быть, на первый взгляд, затертыми в наше время не показались бы эти слова. Да? И чаще знакомить детей с историей, самим педагогам узнавать, как можно чаще интересоваться данной темой, больше интересоваться историческими вехами, историческими событиями, чтобы как можно познавательнее, глубже
подойти к этой теме, а если это касается празднования, да, то провести его как можно ярче, как можно чувственнее, как можно интересней не только для детей, да, но и для привлечения родителей, да, к этой теме. Очень многие тоже сейчас задаются вопросом таким, знаете, я бы даже сказала, может быть, скользким, да, что не все папы и не все дедушки, например, служили в армии, да, и детки сообщают нам об этом, да, ребята разных групп сообщают воспитателям, а вот мой папа, например, вот он в армии не служил, и даже пытаются объяснить причины, да, и вот здесь нужно очень тактично тоже к этой теме подойти. А, Очень многие педагоги спорят, объяснять, да, детям, не объяснять вот этот момент. Но самое лучшее, конечно, формировать у ребенка чувство долга и патриотизма, служение Родине, как это и положено настоящему мужчине, настоящему отцу, настоящему деду, да, Ам, чтобы служение Родине действительно было у тебя в душе, у тебя в сердце, в твоих мыслях и действительно представлялось тобой как долг. Ну вот я вот сейчас вот вижу, вопросов пока еще у нас нет, да? Коллеги, если вопросов нет, разрешите мне еще раз поздравить вас с наступающим праздником 23 февраля, Дня защитника Отечества. Очень хочется верить, что либо сегодня, либо вот ближайшие дни прошедшие, да, у вас этот праздник прошел на такой радостной ноте, звонкой, бойкой. И очень хочется верить, что рекомендации, которые вы сегодня услышали из нашего диалога, может быть, вы что-то возьмете себе в практику, может быть, что-то вам пригодится в праздновании Дня Победы, да, или каких-то других наших праздников. Еще раз хочется обратить ваше внимание, коллеги, на сайте КРИРО. В боковой вкладочке справа вы можете познакомиться с нашим календарем образовательных событий. Это очень интересный портал, который сейчас мы с коллегами создали. Обратите, пожалуйста, на него внимание, заходите туда, узнавайте. И практически по каждому этому мероприятию у нас будут небольшие вот такие онлайн-вебинары, семинары ознакомительного плана, что можно взять, на какие интересные моменты, исторические вехи обратить внимание, с каждым праздником связаны. Огромное вам спасибо за внимание. И очень ждем вас на наших и остальных онлайн-семинарах, вебинарах, встречах, курсах. Пожалуйста. Всего хорошего. До свидания.